Красный угол. Дмитрий Кулинок, клуб «Север», город Сыктывкар. Синий угол. Борис Шенкевич, клуб «Нормунд», Ухта. Схватка сразу начинается активно, с размена. Бойцы активно размениваются ударами, точнее в них Кулинок. Ну вот тяжелое попадание правой от Бориса и заставляет остановиться Кулинка. Клинчуют соперники. Отличная работа коленями по корпусу. Захват шеи. Нет, не стал делать захват. Клинч продолжает в клинче. Кулинок бьет своего соперника. Снова размен. Кулинок набрасывается на соперника и пропускает встречный удар от Бориса. Идет размен, который опасен для обоих. Оба могут пропустить, оба могут упасть. Кулинок в этом бою тяжелее. Шенкевич пропускает бэкфист. Но в порядке, стоит на ногах, клинчует, отдыхает, восстанавливается. Попытка перевести в партер. Неудачная, накрывает Кулинок Шенкевича. Высит. Не очень активно и отдает шею. Ошибается Шенкевич. Пропускает удушающий. Шенкевич терпит. Терпит удушающий. У Кулинка отличная позиция для проведения удушающего. Но Шенкевич терпит. Очень волевой спортсмен Борис. Поэтому терпит, не сдается. Видно, что захват взял Кулинок хорошо. Не отпускает. Шенкевич старается защищаться. И уходит от захвата. Кулинок расслабляет захват. И уже атакует Борис. Борис накрыл своего соперника. Уже порядком устали бойцы. Очень активно начали этот бой. Хотя впереди еще один раунд. Что-то непонятное попытался сделать Шенкевич и оказался на позиции треугольника. Ему надо сейчас только поменять замок и будет удушение. Но он не делает этого. Кулинок все контрит. И поэтому только размен ударов идет. Который выгоден, конечно, с этой позиции Кулинку. Потому что бить снизу не очень удобно. Но активнее здесь Шенкевич. Бьет. И пропускает Кулинка в сайд-контрол. Кулинок пока бездействует. Оба работают по корпусу. Видно, что устали спортсмены. Отдыхают. Кулинок попытка зайти в маунт, но только пока халфгард. Снова защитные действия. Шенкевич, прижимая к себе соперника, не дает работать из халфгарда. Ранее соперники уже встречались на турнире «Седой Урал», и сильнее там был Дмитрий Кулинок. Поэтому эта встреча является принципиальной для обоих спортсменов. Кулинок отрывается и наносит удары сверху. Шенкевич терпит, защищается, держит соперника. Петр Суворов, судья в клетке, дает работать соперникам. Из-за отсутствия активности бойцов поднимают стойку. И снова бой продолжается. Шенкевич наносит тяжелый удар справа, прямой. И снова бойцы в размен. Снова попадание справа. Кулинок пытается провести бэкфист. Видно, что Кулинок устал. И снова пропускает правой. Попытка была на бэкфист, но Шенкевич вошел
в борьбу. И оказывается в маунте. Надо оттягиваться и бить теперь своего соперника. Чего он не делает. Видно, что много сил потеряли уже соперники. Заканчивается время первого раунда. И у нас будет интереснейший второй раунд. На повторах мы видим размен, где это первый размен, где точнее был Кулинок. Но после пропущенного справа удара Кулинок потерял уверенность в своих разменах. И начал пропускать, много пропускать. И, как мы видим, устал. Второй раунд, и он же последний в этом бою. Первый раунд оказался таким довольно-таки ровным, сумбурным, непонятным, потому что все соперники разменивались ударами, было сложно определить, кто был точнее в этих разменах. Шинкевича сейчас снимают балл за захват сетки, поэтому теперь точно Кулинок впереди, и Шинкевичу надо сделать. Отличная двойка от Шинкевича. Но не наращивает свое преимущество. Ждет, пока опять соперник. Хороший боковой слева от Шинкевича. Разворачивается Кулинок. Видно, что тяжело удары ему приходится. И стоит Шинкевич. Снова ждет, дает отдохнуть своему сопернику. Не идет вперед. Непонятная тактика. Зачем ждать, давать сопернику восстановиться. Снова попадает справа Шинкевич. У Кулинка надежда на лаки панч, так называемый. Закинуть и вырубить Шинкевича. Кулинок за счет того, что Шинкевича сняли балл, он выигрывает эту встречу, поэтому он не обостряет, ему надо доработать вторым номером, поэтому вперед идти не надо. Надо идти вперед Шинкевичу. Но почему-то непонятно. Попадание. Отличное попадание от Шинкевича и добивает своего соперника. Кулинок пытается защититься. Шинкевич бьет. Бьет смазанно, не точно, поэтому удары не имеют такой опасности, если бы не попадали точно. Завязывает Кулинок руку своего соперника, не дает работать. Снова пассивность, которая на руку, конечно, Кулинку, потому что он отдыхает. Шинкевичу нужно проходить в маунт, что он и делает. И сейчас надо оттягиваться и бить. Кулинок его держит, не дает работать, пытается мастить. Неуспешно. Шинкевич, как мы видим, тоже устал. Но нет, подтягивается удар. Попадание. Хорошо попадает Шинкевич, но не сдается Кулинок. Терпит. Принимает удары, но не сдается. Шинкевич устал, как мы видим. Все удары в блок, смазано. Не приносит особого опасности для Кулинка. Оба уже устали. Боре сейчас нужно оттянуться и провести пару точных ударов, и бой бы на этом закончился, но вот они, попадания, хорошо. Кулинок не сдается. Кулинок терпит на морально-волевых. Не хочет просто так отдать победу. Прижимает, не дает работать.
отдает спину. Шинкевич встает и добивает, но почему-то не зафиксировал и поэтому потерял позицию. И ждет своего соперника снова в гарде. Шинкевич хотел осушить ноги, но судья поднимает отбор бойцов в стойку. Кулинок встает уже очень тяжело и тяжело дышит, но все равно идет вперед, пропускает. Снова размен, подскальзывается, попадает слева Шинкевич. Пятится назад, разворачивается Кулинок. Видно, что тяжело ему. Шинкевич хорошо попал снизу справа, но опять не идет вперед. Не хочет закончить бой досрочно. Оба бойца устали. Но Кулинок все еще идет вперед. Уже отворачивается от своего соперника, но Шинкевич стоит на месте. Лоу-кик от Шинкевича. Слева попадает. Попытка прохода в ноги от Кулинка неудачно. Накрывает Шинкевич. Отбивает корпус. Сайд-контрол. Шинкевич работает, добивает. Так называется Ground and Pound. Все, бой закончен. Отличный, хороший бой. Парни выложились на 100%. Даже, наверное, на 110. Оба устали. Показали красивый, достойный бой. Так называемый main event. В этом бою победу одержал Борис Шинкевич судейским решением.